день, дорогие телезрительницы. Сегодня среда, и мы с вами немножечко в другом составе. Сегодня команда «Среды» поменялась, потому что двое наших ведущих по независимым от нас причинам не участвуют в эфире. И со мной сегодня Мария Корякина, соведущая и я, соведущая Мария Корякина и Мария Куницкая. Мы сегодня поговорим так сказать, о том, что наболело весной. Это о солнышке, о том, что мы все такие красивые, и о том, что этой весной необходимо делать не только с лицом, но и со своими зубами. А я сегодня вам расскажу о классных бьюти-гаджетах, которые очень интересны. Посмотрим, какие вам пригодятся, какие нет. Отлично. Ну что? И у нас очень классная подводка, лайфхаки от Маши. Давайте будем смотреть. Ну что ж, приходит время, когда солнечные лучи нас уже греют практически по-летнему. Мы уже ходим на каблучках, мы снимаем с себя ту одежду, которая заставляла нас спрятаться от холода и быть некрасивыми. Мы одеваем пиджачки, пальто, мы наводим макияж, да, мы делаем прически. Красиво. И вот, чтобы как-то выделиться из толпы, я предлагаю сегодня небольшой такой лайфхак из старых плечиков. Сделать эполет. Эполет, который можно будет приделать на пальто, на пиджак. Ну, если приспичит, можно сделать его на рубашку. Значит, я, как-то уже начала его делать, поскольку вы сами знаете, что эфирное время у нас очень коротко, поэтому многое не успеваешь в течение эфира. Я покажу вам самое начало, как подготовительный процесс происходит. Значит, нам нужно будет я действительно говорю, что я стараюсь вам показывать из того, что вы можете найти у себя под рукой, что называется. Это получается от плечики от пальто. Да? Плечики от пальто. Нам нужно их отсечь. Это вот сейчас есть разные фасоны. Это фасон реглан. Мы отсекаем от него как раз-таки вот спуск реглана. Ножницами отрезаем. Ножницы у меня сегодня волшебные. Волшебно. Смотри, половина эфирного времени я буду резать. Цвет нужно брать, который будет подходить к нашему пальто. Да, совершенно верно. Да? То есть я взяла серый, поскольку, серый это нейтральный цвет. Я наконец-то отрезала. То есть нам нужно вот такой вот месяц. Значит, верхнюю ткань я взяла, это у меня был просто кусочек атласа, атласный материал натуральный. Значит, да, вот такой вот, видите, подплечник. Это вот он вкладывается обычно между пальто и подкладом, чтобы ваши плечи были ровную линию держали. Не знаю, так видно. Вот вытаскиваем из старого пальто, потому что сейчас не модно плечики. Значит, вот такие два кусочка материала. Значит, меня в мое левое ухо спрашивают, а вот спросите что-нибудь про эполет. Режиссер спрашивает, насколько это модно. Вообще, я хочу сказать, что любой аксессуар, который напоминает брошку или что-то прицепляющееся на пальто, сейчас ультрамодный. Вот, кстати, как вот у меня, да? Да, вот у тебя очень пиковые прямо... Я сегодня уже столько комплиментов получила. Совершенно. Так как у нас, вот, кстати говоря, были на прошлой передаче очень многие представители наших магазинов, которые торгуют пальто, и они все в один голос говорят, что аксессуары, которые крепятся на пальто в виде броши, каких-то навесок, вот как раз мы такую вещь сегодня делаем. Да. Супер. Нам нужно стачать вот эти детали. Это, как бы сказать, такая совсем примитивная работа, поэтому я не буду ее показывать. Я еще раз напоминаю, что у меня 3 вида ткани: подклад, основная ткань, между ними это мягкий материал из подкладочной, плечевой накладки и клеевая прокладка, чтобы было плотно. Все это я стачала, вывернула наизнанку. У меня получился такой вот вареник. Супер. Да. И теперь его надо просто-напросто украшать. Я взяла для этого стразы. Здорово. Вот, мы будем такими блестящими. Вот. Яркие. Я не знаю, камера увидит. Вот вообще можно. Мы сейчас разложим вот приблизительно. Да? Вот. Майкл Джексон отдыхает. Майкл Джексон отдыхает, совершенно верно. Можно было битое стекло сюда приклеить. А можно же полностью все расшить стразами, да, совершенно. Это очень долго. Вот я что для себя любимой можно постараться? Для себя любимый, конечно, обязательно нужно. Вот я вот в таком режиме. Вот. Здесь у нас будет эполет односторонний. Двусторонний, конечно, можно сделать, но он будет, я думаю, цепляться, наверное, если это будут бусинки или бисер. Вот. Рисунок будет вот такой вот.
Так, пройдемся Интересно. еще, ну вот, допустим, возьмем ниточку вот так вот. Ух здесь. ты. Вот так вот, что-то так, ну как зигзагом, чтобы поблескивал на солнышке. Ну, Вообще я не супер. говорю, что конкретно так будет хорошо. И, значит, самый главный палет, это вообще принадлежность парадного мундира офицерского, у него была бахрома. И вместо бахромы мы сделаем цепочки. Вот, цепочки будут идти с плечевого шва. И мы уложим их, вот сейчас я покажу, вот такими вот полукругами. Вот. Вот таким образом мы будем пришивать цепочку. Ну вот, закончили. Супер. Вот. Очень классно. Так, ну, наверное, пока я буду Да, всё мы это делать. все в конце эфира, наверное, посмотрим. А сегодня мы хотим пригласить Ксению Пиксайкину. Это врач-стоматолог, ортодонт стоматологии Дентекс. Ой, Ксения, это наш постоянный здравствуйте. гость, это наш постоянный любимица, всякими необычностями Очень приятно вас рассказывает. видеть. Вы очень классно выглядите, так по-весеннему. Загорелая. Вы, наверное, уже куда-то съездили, отдохнули. Вы были в Таиланде? У нас там как раз Даша сейчас на слонах катается. Здорово. Ксения, Я смотрю, вы даже цвет волос поменяли, Ну да. шапку сняли. Да, это вот я наши вот вижу, местные у вас мастера такая постарались. красивая улыбка, такая белоснежная. Расскажите, пожалуйста, а можно ли отбеливать зубы, вот просто если я вот решила отбелить, это вот всем можно или есть какие-то противопоказания? И Ну, вообще, вот как бы весна, уже как бы пора улыбаться. Да. поэтому- То есть все, уже настроение хорошее, хочется всегда улыбаться. Ну, вообще расскажу про процедуру отбеливания. Да? Что это такое? Это под воздействием специфических веществ отбеливается цвет эмали. Ну, конечно, есть показания, да. Во-первых, это, ну, какие-то бывают пятна, флюорозные зубы, либо это зубы, которые, естественно, потемнели от того, что удалили нерв, и зубы при этом, они тоже меняют цвет. Делается внутриканальное отбеливание. А также есть такое понятие, как тетрациклиновые зубы, то есть, ну, естественно, опять же, вот прорезались они такого желтого цвета, и, соответственно, человек хочет отбелить их. Как естественно, называется? Три? тетрациклиновые зубы. Это Да. от того, что они тетрациклин употребляют? Ну да, это вот мамочка могла применять антибиотики, ну, разные ситуации Мамочки, бывают. имейте в виду, Да. употребляете антибиотики, у ребенка желтый Ну зуб. да, то есть очень строгие должны быть показания и противопоказания. Вот, ну, в этих случаях можно прибегать к отбеливанию. Ну, и также есть такие вредные привычки, например, курение, да, и также эмаль, она тоже приобретает более темный оттенок. С помощью отбеливания можно, естественно, улучшить цвет. Главное противопоказание – это наличие пломбировочных, то есть, ну, пломбы на зубах, да, потому что если есть пломбы, то, соответственно, цвет эмали изменится, а пломба вот эта желтенькая, она будет выделяться. Поэтому рекомендуется сначала отбелить зубы, а потом сделать замену пломбы. Вот. Также есть такое временное противопоказание – это беременность. Ну, это все Когда как бы нет временно. чего? Временное противопоказание – беременность. Беременность. Ну, во время Отбеливать при беременности Ну, нельзя? временно, да. То есть там тоже в зависимости от А показаний. как часто нужно делать отбеливание, чтобы всегда сохранялся такой вот эффект? Ну, вообще рекомендуется делать отбеливание раз в полгода, не чаще. Единственное, что можно поддерживать этот эффект с помощью специальных паст отбеливающих. То есть Кстати, вот это не расскажите, миф, пожалуйста, да, это не миф, про что пасты. пасты... Они да. реально работают? Ну, опять же, как бы все хорошо в меру, да, поэтому постоянно отбеливающими пастами тоже пользоваться не нужно, потому что они могут, ну, как бы может появиться чувствительность зубов. Поэтому, вот, допустим, вы сделали отбеливание, да, и, ну, недели две вы как бы продолжаете пользоваться отбеливающими пастами для того, чтобы закрепить этот результат. Вот, потом вы переходите на обычную пасточку, достаточно абразивную. Вот, например, у нас в Дентексе вы можете найти два варианта. Бланкс – это отбеливающие пасты, да, которые рекомендуются после отбеливания, и паста Марвис, которая обладает абразивным эффектом, она очень хорошо вычищает налет. А вот скажите, Может быть, пожалуйста, мы сейчас картинки да. у нас есть, У посмотрим? нас вот есть картинки, вы Да, можете, пожалуйста, их конечно. прокомментировать? Да. Вот. Вот это Да, что это у нас? что это Отбеливание. Это как раз таки, когда часть... Вот, я вижу. Это то, что Да, ну вот изменилось смотрите, и вот до, и наверху после, да? это до и после, да, то есть, ну, совершенно разные оттенки приходят, да, и, соответственно, конечно, ну, сразу мы можем получить отбеливание на 2-3 тона, то есть невозможно сразу, ну, максимально белыми сделать зубы, То да? есть в несколько этапов. Да, в несколько этапов. Некоторые даже прибегают к тому, что сначала делается клиническое отбеливание в клинике под воздействием лампы, под воздействием веществ, и также мы можем предложить продолжить домашнее отбеливание, но, опять же, по срокам, то есть максимум
максимум 5 дней продолжить. То есть дома это то, что вот капа, да, Да, надевается? да, да. То есть изготавливаются специальные капы, приобретаются специальные, ну, вот эти компоненты, и дома можно продолжить отбеливание. Ну, это для людей, которые прям, ну, вот есть Не такие терпится люди, да, прям. прям вот Да. они хотят. Хочу. Да. А скажите, пожалуйста, а это безопасно? Можно? Все хорошо, в меру. Вот мы всегда так говорим, поэтому вот есть строгие показания по времени, сколько это должно, да, занимать. То есть вот, скажем, раз в полгода вы сделали это отбеливание, дома продолжили 5 дней, да, после процедуры, все, ходите полгода спокойно. Не надо там трогать эмаль, не надо там продолжать пользоваться все время там пастой отбеливающими. Вот. Ну и тогда все будет хорошо. Но всегда надо помнить о том, что когда вы прибегаете к процедуре отбеливания, может быть такое небольшое, то есть Жжение. чувствительность, она Чувствительность, может да, быть. Это повышается. нормально, да. Со временем-то чувствительность, она проходит. Ксения, у меня еще один да, вопрос. Вот да. знаете, очень часто рекламу, которые изобилуют отбеливаем, они говорят, показывают чашечку кофе, чая, острая пища. Это действительно оставляет след на эмали зубов? Конечно, если это постоянно, то эмаль, она как бы, ну, достаточно такая адаптивная, и налет он может появляться, это естественно. И, естественно, гигиена полости рта, которую мы каждый вечер и утро делаем, она не помогает? Нет, это в зависимости от того, кто как чистит. Вот, потому что есть люди, которые очень хорошо вычищают все, и действительно своя обычная вот эта чистка, да, механическая, она очень хорошо вычищает. Вот, но если человек не может хорошо прочищать, да, и это видно, остается налет с внутренней стороны, ну и снаружи тоже видно бывает, то, естественно, все это вычищается в клинике. Это просто не отбеливание, это чистка. То есть это не ультразвуковая? Нет, там, да, она трехэтапная, входит и ультразвук, и просто механическая очистка. Ну, в общем, это, конечно, Но очень это не всем интересно. отбеливание. Да. Но у нас немножечко сейчас, как всегда, реклама. Мы Хорошо. чуть-чуть прервемся, а потом мы продолжим на я эту вот хотела волшебную... спросить. Нет, мы сейчас не можем пока. Нет. У нас сейчас будет реклама, но буквально немножко. А потом, и еще, Ксения, я хотела спросить, вы напомните, что у нас помимо отбеливания сегодня на втором этапе мы будем говорить о косметологии? Конечно, конечно. Это очень важно. Это очень интересно. Да. Вот мне очень интересно, как можно сделать пухлее губы, скулы с помощью вот С стоматолога. помощью современных Да, методик можно это сделать очень всё. здорово. Ну все, а теперь все-таки наша обещанная реклама. Так Да. что... С вами по-прежнему «Город женщины», и у нас в гостях Ксения Пиксайкина, врач-ортодонт клиники Дентекс. Замечательная девушка, которая нам рассказывает просто какие-то очень необычные факты, во-первых, про отбеливание, а во-вторых, она всегда очень грамотно рассказывает о том, как ухаживать за зубами. Да, вот. И расскажите, пожалуйста, дальше про отбеливание. И очень мне интересна такая тема, что стразы сейчас они очень популярны, и туда вот прямо отбелить зубки, Ну и да. все, они блестят. И еще бриллиант туда вставляем. Ну да, если, опять же, раньше было как-то, ну, все как-то стеснялись того, что у них на зубах, то сейчас, наоборот, очень многие хотят, чтобы что-то было на зубах, и в том числе и украшения. Есть совершенно разные стразы, пайетки, твинклизы. Даже пайетки? Да, то есть можно, ну, как бы заказывать специальные стразы Сваровски, кто-то себе ставит, кто-то из драгоценных металлов себе что-то заказывает, да? А это вредно? Ну, нет, знаете, это не вредно по той самой причине, то есть это как и брекеты, они клеятся на зуб, на то есть они специальный не материал. сверлятся. Да, они не сверливаются. Есть, конечно, методики, ну, опять же, если, ну, к примеру, девушка захотела бриллиант себе вставить, да, то мы, конечно же, предупреждаем, что если мы прикрепим просто на материал, да, то он может упасть. Вот, а если как бы сделать, ну, как бы активацию, да, Отверстие, чуть-чуть просверлить, так скажем, да, то эффективность фиксации она будет лучше. Вот, То есть но, это к гравировке тоже относится? Сейчас еще и гравировку на ну, зубах да, делают. гравировку, ну, кстати, Можно свое это- имя, Да, допустим. своими такая. Да, да. Раньше Вова здесь писали, теперь можно Вова. Да-да-да. Улыбаешься, у тебя на зубах. И все сразу видят. Да. Или год рождения. Как татуировка. Ну, на самом деле, все-таки стразы, они такие более популярные, да, да. среди населения. А у вас вот делают, да, в Да, вашей конечно. клинике Дентекс и Все стразы, и алмазы. хотелки, все желания. Всё, что Ну, в общем, хотите. все рэперы города у вас. А это вот сколько держится?
Ну, это, знаете, в зависимости от того, кто как, опять же, Питается, носит, да, наверное, да? и всегда предупреждаем, если мы вам что-то зафиксировали, да, ну, или, в принципе, любая пытайтесь конструкция, отковырять. да, то не надо кусать, нужно все с ножом и с вилочкой, как всё бы все. понятно. То есть уже не вот так то есть вот, не рвёшь. культур-мультур. Да, обязательно. А у Без меня этого еще вопрос, никак. а чистка зубов при этом меняется или нет? Да, в целом нет. На самом деле механическая домашняя чистка, она такая и остается. Вот. Единственное, что, опять же, если появляется налет и сложно самому вычистить, да, какие-то вещи, то приходите к стоматологу, и вам делают профессиональную чистку. Вот. Просто некоторые не, как сказать, не разделяют, что такое отбеливание, что такое чистка. Да? Вот. И вот я рассказываю, чистка – это просто механическое вычищение. Кстати, да, я думала, отбеливание и чистка это одно и то же. Нет, это совершенно разные вещи. А вот- Отбеливание – это применение компонентов. А вот чистка это вот как раз ультразвуком, это и есть Да, чистка. да, Вот, да, у да. меня ошибалась. Да, Ксения, пожалуйста, еще раз скажите, как сделать пухлые губы, четкие скулы вот с помощью ортодонтии? Машенька, Очень ты интересно. забегаешь вперед, просто потому что мы говорили об отбеливании, а оказывается, ортодонтия, она тесно связана с косметологией. Да, вот это вот как раз очень вторая интересно. тема, которую мы хотели коснуться. Вот я хотела бы сказать такое отступление, то, что сейчас требования у людей меняются, да, и очень часто даже вот мне лично задают вопросы о том, а как изменится мое лицо? Первое, что, то есть даже не как изменятся там мои зубы, да, как поменяется прикус, а как поменяется мое Это лицо. если что-то с зубами делают, Да, это если Да, приходят на конечно. консультацию именно ко мне. Вот. А так, конечно, я знаю очень многих косметологов, которые, ну, грамотных косметологов, которые говорят, если видят, ну, какое-то желание девушки, да, изменить внешность, если они видят проблему с прикусом, они говорят, ну, это, конечно, все можно исправить, но сначала пройдите ортодонтическое лечение. Ой, как интересно. Да, потому что, вот, ну, к примеру, да, ну, скажем, у девушки отсутствуют передние зубы, а она хочет пухлые губы. Ну, Да. как бы получается, что не хватает анатомии, правильно? Зубов нет, а губы, Да, а губы, пухлые. ну, вот прослеживается такая, да, потребность, поэтому как бы мы говорим об этом. Вот. То есть, соответственно, девушке нужно восстановить анатомию, ну, грубо говоря, запротезироваться, да, после, и исправить прикус, если это нужно. И после этого, пожалуйста, как бы вам открыта дорога к Не, ну косметологу. сначала ей, наверное, все-таки надо к психотерапевту. Да. Потому что если нет зубов, а получишь пухлые губы, здесь что-то с кукушкой не в порядке. Вот. А еще есть такое понятие, как все-таки мода меняется, и мода на лица также меняется. Да? Да, И вот если, расскажите, пожалуйста. в 60-е, скажем, вот было в моде лицо Одри Хепберн, да? Да, Да, оно у нее такое точёное, изящное, тоненькое. красивое, тонкое лицо. Да-да-да, то есть структурное. нижняя, вот если смотреть по лицу, нижняя треть лица, она такая была более, то есть не выделялась. Сейчас, наоборот, девушки хотят как бы иметь Такой вот более прям такие мужественные, подбородок. да, лица. Вот сейчас очень популярно, вот, ну, по крайней мере, в европейской части России делать скулы. Да. Это очень У популярно. нас такой проблемы нет. Да. Ну, в нашем регионе скулы у девушек есть Ну, у скулы всех. же, Это по-моему, очень за счет красиво. силиконовых каких-то, да, имплантов? Ну, сделаны? они, да. Ну, нам этого не требуется, слава богу. Да. Вот. Ну и такие достаточно острые подбородки и острые углы челюсти. Это вот сейчас самый прям пик. Очень многие это делают. Ну, И как это связано с ортодонтией? Скажите, что вы можете сделать? да, то есть смотрите, вот когда приходят к косметологу, косметолог видит, что, ну, анатомически челюсть, она уходит как бы назад. Ну, видно, да, то есть челюсти недостаточно. Ну, по крайней мере, есть же возможности, что он может как бы визуально сделать, а что, вот, ну, опять же говорю, грамотный косметолог, он скажет, ну, я не смогу добавить больше, чем нужно. Вот. В некоторых случаях вообще нужна как бы тут помощь челюстно-лицевого хирурга. То да, конечно. Хорошо. А вот давайте так, были ли в вашей практике такие случаи, когда к вам приходили девушки, и вот их лицо действительно, форма лица после определенных процедур ортодонтических менялась? Ну, на самом деле, я делаю всегда фотопротокол до и после лиц, ну и челюстей, зубов. И, конечно же, видно, как лица меняются. Ну, однозначно в лучшую сторону. Вот, почему? Потому что анатомия, она такая, то есть, когда работает все правильно, все гармонично, ну, скажем так, вкратце расскажу, да, височные мышцы, жевательные мышцы, если они начинают работать правильно, то, соответственно, у нас нет какой-то такой асимметрии. То есть, мышцы, они одновременно, ну, начинают работать,
это так же, как и ну, тонус, в общем-то, во всем теле. Если человек начинает заниматься в зале, ну, как бы поддерживать полностью свою мускулатуру, да, то нет никаких Можно накачать асимметрий. себе лицо. Нет, подожди, Да. так получается асимметрия, о которой нам говорят антропологи, это неестественно? Нет, конечно же, есть такие врожденные аномалии, да, асимметрии, которые, ну, к сожалению, я всегда говорю, я как ортодонт, я не могу вам исправить кость, там, обрезать ее. А тут уже мы приходим к помощи челюстно-лицевых хирургов, которые работают совместно с ортодонтами. То есть там идет этапность. Вот. А если это какие-то такие небольшие асимметрии, ну, допустим, вот многих девушек беспокоит, вот у меня опущенные уголки рта, например, да, или там опущенные. да, носогубные складки выделены. Вот как мне с этим справляться? Опять же, мы исправляем прикус, мы выравниваем, мы расширяем зубные дуги, соответственно. Опять же, по итогу, если девушку, ну, все-таки вот она говорит, ну, вот у меня остались все равно носогубные складки, как это исправить? После ортодонтического лечения мы рекомендуем пойти к косметологу. И косметолог, он заполняет вот эти небольшие дефекты. И все. Лицо прекрасно, человек доволен. Вот. То же самое и вот с уголками рта. Также это может поправить косметолог. Да? То есть еще может девушкам не нравиться подбородок, то есть какой-то он вот сморщенный, вот, да, вот допустим, бывает маленький. такое. Это тоже делают косметологи. Ну, Вот. это все, я понимаю, что это можно говорить бесконечно. Да. И лишний раз я хочу отметить, что на самом деле ваше здоровье начинается с полости рта. Это очень важно. Мы есть то, что Да. мы едим, и мы есть то, что у нас. Огромное спасибо. А Очень мы хотим интересно. отметить вам, Спасибо что большое. красота на самом деле очень часто незаметно для нас меняется в течение всего века. И наш сюжет, который следующий, может вам поведать, как изменилась красота с течением 100 лет в Якутске. Не секрет, что со временем эталоны красоты меняются, и образ каждой девушки является настоящим отражением того или иного периода. Якутская красота на протяжении века также принимала разные формы. Сначала это были меха и увесистые национальные украшения, а уже в 30-е годы образ немного поменялся. Затем наступило очень тяжелое время для страны, которое не могло не отразиться на внешности. А в 50-е годы якутская красавица наполнена энтузиазмом и верой в светлое будущее. В 70-е годы уже заметно изменилась прическа, аксессуары и макияж. А в 90-е стиль якутской девушки был ярче и смелее. Ногти стали красить разноцветным лаком и совсем не скупились на тени и румяна. В 2000-х каждому был знаком такой стиль, как хип-хоп. В моде были кепки, локоны и смоки-айс. А сейчас каждая девушка старается подчеркнуть свою женственность сдержанными аксессуарами, легким макияжем и струящимися локонами. Перешагивая некий рубеж, каждая женщина прекрасно понимает, что ее мировоззрение изменилось. В первую очередь это касается ее внешнего вида, а внешний вид создает ее образ. И мировые стилисты создали множество аксессуаров для образа женщины. Они могут стать необходимыми изюминками созданного образа. Главным успехом будет даже не точное выполнение именно вот всех рекомендаций стилистов, а качество приобретаемых вещей. Кстати, я хочу отметить, Машенька, что вот ты сейчас как раз стоишь, у нас представлены и сумки, и какие-то туфельки красивые, Ой, и какой обувь, красивый зонтик. причем есть, да, зонтики, перчатки. И вообще женщина, мне кажется, не должна на себе экономить. Если хочется купить красивую вещь, покупайте. Но посмотрите, какая красота. Во-первых, посмотрите, какой красивый припудренный голубой цвет.
Просто изумительно. И, кстати говоря, умная женщина, которая знает толк в хороших вещах и в себе самой любимой, она всегда очень четко следует, ну не то что моде, а своему стилю и подчеркнет с помощью вот этих необычных. О, Машенька уже нашла себе сумку, подчеркнула как раз-таки свой образ Я себе этой вот, сумкой. вот эта вот сумка мне очень понравилась. Да. Да? Тебе как, Маша? Ну, как Ну, раз она на красивая. весну, да, Кстати мне говоря, кажется? мне нравится вот этот вот принт. Это принт у тебя или Да, это, чеканка это какая-то? стрекозки. Стрекозки Смотрите, и вот просто здесь тоже замечательные. вообще очень классно смотрится. Да, А Маша? как ты думаешь, вот если мне вот эту черную сумочку как хозяйственную приспособить, она подойдет или слишком вычурно будет? Ну, на весну, мне кажется, как хозяйственную, можно вот эту вот тебе, Маш. Ну, она чересчур белая. Ну, ничего. Если оттуда бананы будут Сейчас это торчать. в моде. Очень-очень может классно быть, может смотрится. Либо вот это вот, смотри. Ну, вот это мне понравилось, да, она маленькая. Смотри, Но у меня какой туда не здесь влезет. У меня даже корабель. планшет туда не влезет, понимаешь? Ну, у нас, как всегда, все прерывается бесконечной, но очень нужной рекламой. Так что секунды. Машенька, я хочу тебе сказать, вот вчера я набирала в поисковике имя Николь, и, ну, соответственно, выскакивает сразу же Николь Кидман. Ну, это первая Твоя кто любимая ассоциация с этим именем, да. Но я-то искала, собственно, другого человека. Ты знаешь, она, род ее занятий, ее тоже зовут Николь, она тезка Николь Кидман. И род ее занятий как раз-таки связан с тем, чтобы вот ту красоту, о которой мы сегодня с тобой говорим, ту же самую улыбку белоснежную, или тот же образ, который собирается вот из того, что представлено у нас на столике, он был запечатлен и где-то даже растиражирован. Может быть, стал бы какой-нибудь фэшн известной картинкой. У нас сегодня Николь Давыдова, фэшн-фотограф, представляешь? Вау! Давайте ее пригласим. Тезка Здравствуй, Николь Кидман. Очень Здравствуйте, приятно Николь. вас видеть. За столь неожиданное приглашение. Да, ну вы нас почтили, так сказать. Люди талантливые, когда к нам приходят, нам всегда радостно. Ну, Ну вот в первую очередь хотелось бы задать такой вопрос. Для меня вот фотография это что-то такое очень мужское. Потому что вот я с детства помню, всегда у нас в садик, в школу приходили такие мужчины с огромным количеством аппаратуры. Дети, садитесь, садитесь, там, значит, домики устраивали. Ну, вот эти так называемые фотографии. Все время это были мужчины. То есть потому что оборудование, которое они на себя таскали, это было ничего себе. ну, будем откровенны, кто-то и с пистолетами бегал, с мальчишками, такое тоже бывало. Ну, так, Как и вы? да, бывало, и с чашечками сидела, и с куколками, и с пистолетиками. Скажем так, я была многозадачная в этом плане. Да? Но вы вот считаете, что все-таки фотограф это мужская профессия или женская? Или сейчас нет уже разницы? Ну, будем откровенны. Действительно, в 21 веке, если уже женщины летают в космос, занимаются хирургией, не знаю, генной инженерией и прочим, я думаю, что фотография вполне себе посильное дело. Да. Вот вы сейчас, Николь, такой вот популярный, известный, классный фотограф. Расскажите, пожалуйста, все-таки о ваших работах. Что вас вдохновляет создавать такие очень красивые, творческие фотографии? Бомбические, я бы сказала даже. Просто нереальные. В первую очередь, конечно же, наверное, люди чаще всего говорят о вдохновении. Вот, и действительно, вдохновение – это такая вещь, которая приходит нежданно-негаданно. Зачастую она зависит именно от общего, скажем так, философского склада ума, от мировоззрения человека. Но я за эти годы уяснила то, что лично в моей борьбе, скажем так, за красоту, за создание каких-то визуальных образов, это все-таки была работа с командой. И это уникальный сплав из фантазии и воображения нескольких людей. То есть в первую очередь, когда меня спрашивают, в чем секрет ваших фотографий, это все-таки действительно командная работа. То есть это мои коллеги, визажисты, стилисты, это замечательные модели, актеры. И даже обычные люди, которые Вот этот попадают в снимок мне кадр, понравился они очень-очень много магии привносят в этот процесс. То есть исключительно от меня зависит, скажем так, ну не то чтобы нажимание на кнопку, но... Ну вот я смотрю, у вас, ну, просто потрясающе. Я с точки зрения знаю, поскольку работаю сама на телевидении, у вас очень хороший свет на фотографиях. Вот просто они дышат, они летящие фотографии, очень, очень такие вот особенно вот это. Здесь вообще свет, тень. Это как? Вы учились этому где-то?
постановки света или как? Это я знаю, потому что это отдельная специальность, Ну, световик. скажем так, по образованию я искусствовед-культуролог. Опа! Да. Как это вот у Это вас как сложилось так, А, да, что вы ну, стали фотографом? Скажем так, это была очень неожиданная история. Мои родители до последнего вообще не знали, с какой специальностью их дочь свяжет свою жизнь, потому что у меня сплошь вокруг юристы, экономисты, серьезные, ответственные люди. И тут, опа, искусствовед, так сказать, странно, казалось бы. Но я всегда имела тягу к каким-то гуманитарным наукам, то есть литература, история. И моя тетя Анна, она, скажем так, предложила отправить меня туда. Отправьте ее туда, Да, отправьте ее туда, пускай она искусство изучает. Вот. Я осознала, что со мной произошло, буду честна, только на 4-5 курсе. Вот. Но это дало мне просто нереальный какой-то базис, ну, какой-то, не знаю, насмотренность, что ли, в плане мировой живописи. То есть, ну, большинство законов вот откуда связанных со цветовые, светом, понятно. да, какой-то цветовой гаммой, это же все То есть равно все преемственность, так сказать, из искусства живописи. Вот, поэтому каких-то таких вопросов у меня не было. А с точки зрения именно технической какой-то подкованности. Да, вот именно что там же нужно знать напряжение света, да, потому лампы. что Это сплошь всё. и рядом на рынке существует множество эльфов, фотографов, которые действительно очень талантливые люди со своим взглядом на мир, но вот им не хватает какой-то технической подкованности. И я на самом деле была абсолютно такой же. Однажды мне написали ребята из одного образовательного проекта в Санкт-Петербурге, который называется «Фотоколледж». Вот, и сказали, давай ты будешь у нас преподавателем. Я говорю, как я преподавателем? Я говорю, я же ничего не знаю. Они мне дали свою Преподавать что? программу. Фотографию. Ничего То есть себе. они посмотрели на работу, этого им было достаточно. Они говорят, ну вот Какая молодец. здорово. И они мне дали программу, скажем так, чтобы я ее изучила. Вот. Я поняла то, что я до этого эмпирически, как бы путем опыта, в общем-то, все это уже знала, и тут у меня это все так схлопнулось, уложилось, как бы появился какой-то То алгоритм. есть вы человек как раз-таки эмпирический. Вы не сначала почитали, поучились, а потом, а все-таки опытным путем. То есть вы практик. Ну, мне кажется, то, что науки не бывают без эксперимента. Ну, вообще ничего не бывает без какого-то эксперимента. То есть я очень уважаю теорию. Я считаю, что подготовка к чему-то это очень-очень важно. Ну, это хорошо, это радует. Но, как бы, скажем так, без первого шага мы и не на Луну, и никуда, и вообще. Ну, то есть получается, что вы каким-то случайными, сначала случайными позициями, вы добивались хорошего освещения, а потом выяснилось, что вы все делали правильно, из источника, так сказать, научной литературы. Условно говоря, да, по большому И счету. были Человек же какие-нибудь очень стычки у интуитивный. вас по поводу вот вашего такого, вроде как образования нету, а вы компетентный человек, у вас шикарные работы, фотопортфолио, видимо. А были такие вот нестыковочки? Стычки на площадках бывают Сплетни, давайте поговорим. сплошь и рядом, да, как бы. Ну, опять же, у нас интересная передача об интересных женщинах. Может быть, немножко даже имеет смысл затронуть тему феминизма, вот, хотя я к нему так отношусь очень спокойно на самом деле. Очень часто бывали случаи на площадке, когда меня приглашали, скажем так, гафером, осветителем, когда я, в общем-то, не занималась непосредственно фотографией, а занималась освещением. То есть это тоже как бы неотъемлемая часть моей жизни. И очень часто меня, скажем так, срезали с работы по причине того, что фотограф был какой-то уважаемый мужчина, несколько старше, например, меня или моего возраста. Но ему было просто неприятно, что приходила маленькая девочка и, грубо говоря, могла сделать то, чего он изначально не делал. Хотя он действительно талантливый, именитый фотограф, но вот он технически, не занимается он этим. Ну нет скажем у так, него. да. Ну, то Но есть все-таки есть такое. я понимаю, что если бы пришел мальчишка, его бы, как бы... Ну то есть это обидно, вот это же женщина, обидно. то, что, да. Бывает. А это вот, давайте откроем завесу тайны. Вы уже успели поработать и за границей, я правильно понимаю? Ну, бывало дело, но это скорее для себя. Есть у вас такой лоск заграничный? На коммерческой основе пока что нет. Не на коммерческой основе, для себя Ну работаете? да. Ну вот там отношения, вот допустим, вообще там такого уровня заработок и такого, ну в тех кругах, где вы вращаетесь, это больше все-таки мужской бизнес или женский? Или уже так, а у нас в России по-другому? Я считаю, что там уже давно все стремится к такому абсолютному унифицированию, равноправию, да, то есть именитые имена женщин, Энни Лейбовиц, та же самая фотограф. Ну, то есть это как бы то, что можно поучиться, это хорошее Да, качество, то есть которое как можно бы- перенять, чтобы не существовало. Скажите, пожалуйста, Николь, какие бы вы фотографии никогда не сделали? Не согласились бы ни за что.
Я могу сказать, какие фотографии я не соглашаюсь делать. Но для меня очень важный момент воспитания клиентуры, то есть людей, с которыми ты работаешь. Очень часто в России бывает такое, то, что, ну, скажем так, просят золотой унитаз. Просят что-то, что уже давным-давно проверено, просят то, что хотят люди. А мне кажется, то, что фотография, это же, ну, как бы как Это любой искусство, визуальный да. контент, это не только искусство, это вообще сила влияния на Да, это сейчас разумы образ очень сильный людей, фотографический, да. да. То есть как бы человеку достаточно нескольких секунд, чтобы считать какую-то информацию о том, что мы нравимся друг другу, не нравимся, хотим мы чего-то или чего-то не хотим. Вот, по этой причине как бы я стараюсь, так сказать, очень грамотно с человеком разговаривать, объяснять то, что есть еще вот такой вариант, еще такой вариант. То есть, Ну, то есть с точки это уже называется психологическая работа с заказчиком. Да, ну то есть Ну, если вы да. нашли контакт друг с другом, да, то вы друг друга естественно, я поймете. никогда, конечно же, не бывает такого, что я вот с порога говорю, нет, я с тобой работать не буду. Я, конечно, я пытаюсь договориться, как-то узнать что-то больше о своем клиенте. Но зачастую, конечно, требуется какая-то работа, проработка нюансов. так А сказать. самодуров среди заказчиков часто много? Сплошь и рядом, опять же. Ну, Но а давайте вот так, как вы и- все-таки позиционируете себя как фэшн-фотограф. Ну так, для зрителей, которые, может, не понимают это слово, то есть это фотограф в индустрии моды. Это, конечно, очень прибыльный бизнес, да? Да, как и любая работа, которую ты делаешь хорошо, и ты стараешься, она, конечно же, приносит деньги. То есть, если хотите То заработать, есть, называется, отдавайте своему делу. Можно ничего на этом не зарабатывать. Ну, как бы... Как все-таки, вот давайте, ну, вы, вот как раз-таки, это снимки, по-моему, из Вога, да, которые попали? Да, вот расскажите, Ой, как Вот вы как попали вы попали в туда, журнал Vogue? в этот Вог? Ну, скажем так, это немножко некорректная постановка вопроса. Дело в том, что я сама пока что не стремлюсь к какому-то сотрудничеству с журналами, то есть эдиториалы, какие-то публикации в То есть печатных вы изданиях. фрилансер? Для меня это все очень-очень, конечно, важно, когда-нибудь будет. Но сейчас я все-таки предпочитаю оттачивать свое мастерство. Я очень чаще я занимаюсь, на самом деле, коммерцией. Вот. И в Воге существует такая рубрика, которая знакомит читателей с современными трендами, то есть они выставляют какие-то лукбуки дизайнеров от зарубежных до российских. Ну, это то есть в доступе в Да, интернете это ваши находится фото? да. Соответственно, как бы я являюсь прямым исполнителем, создателем этих картинок. Вот. И у меня уже накопился такой приличный список каких-то дизайнеров, которые, грубо говоря, засветились на сайте Vogue, соответственно, я со своими работами тоже. И у меня уже, вот не соврать, год лежит визитка редактора Боже, Vogue. какая прелесть. Вот, Вас но просто я- вот по фотографии нашли. Ну, какие-то все друг Это же друга ищут, здорово. мне кажется, сейчас в социальных сетях. Да, в Инстаграм, фотографиях. да? Это Ну да. же здорово, супер. Да, поэтому... То есть, получается, это люди с совестью, Я все чтобы до не редакции нарушать, не дойду. не Да, а вот нарушать расскажите, авторского пожалуйста, права. А вы Вас сейчас нашли. где живете? На данный момент я уже 3-й год живу в Москве. Вот, до А в Якутск приезжаете Налетами? крайне редко? Ну, я в Якутск приезжаю, на самом деле, к родным, к близким, но так получается, что меня постоянно кто-то вырывает на интервью куда-нибудь или, я не знаю, Ну, как просто сейчас к нам, к строить примеру. МК, да. Ну, я человек открытый, мне нравится поговорить о чем-то, рассказать что-то. Ну, очень хорошо, что вы к нам пришли, потому что вообще вот каждый раз я поражаюсь, как у нас богата талантами земля наша якутская. Это факт. Потому что действительно, когда к нам приходят талантливые молодые люди, девушки, и показывают, рассказывают о себе, о том, чего они добились, это как, знаете, как тренинг для кого-то. Может быть, кому-то вы станете путеводной звездой, понимаете? Это очень важно. И на телевидении, и в Инстаграме. Поэтому Спасибо я большое, очень рада, что, да, вы что вы пришли. И мы Очень интересная замечательно беседа. да, Вам спасибо, работа. И- что позвали. да. Ну и как каждый раз мы прерываемся с нашими гостями и с нашим интервью только на рекламу. Мы по-прежнему в среде и в городе женщин. И сейчас небольшой сюжет о женщине прежде всего, чье имя стало не просто известным, оно стало брендом. И очень многие модницы знают его. Смотрим.
Коко Шанель является настоящей легендой мира моды. Ее имя и по сей день известно многим. Десятки фильмов, сотни книг, тысячи цитат. Кажется, ни об одном модельере не говорят так часто и так много. Действительно, Габриэль Шанель перевернула мир моды 20 века и до сих пор продолжает оставаться иконой стиля, самым знаменитым модельером планеты и примером для подражания. Коко всегда одевалась очень сдержанно и наперекор всем трендам предпочитала классику. Ее маленькое черное платье – гениальное изобретение. Оно в 2 счета решает проблему «нечего надеть», поэтому должно быть в шкафу любой девушки. Лучше всего о маленьком черном платьице высказался Карл Лагерфельд, сказав, что в нем невозможно выглядеть чересчур шикарно или слишком скромно. Думаю, что с ним трудно не согласиться. Коко Шанель была убеждена, что нет женщины, которой не подходит перламутр. Именно поэтому она всегда советовала своим клиентам украшения с этим камнем, говоря, что жемчуг всегда прав. К слову, любимая нитка жемчуга самой мадмуазель достигала, представляете, метров в длину. И сейчас данное украшение снова актуально. Теперь его элементы можно увидеть не только на шее. Гуру стиля хоть и безумно любила жемчуг, но предпочитала носить не более 3 аксессуаров с этим камнем. Коко Шанель всегда делала ставку на вещи, в которых ей самой было комфортно. От юбки миди и брюк до того же маленького черного платья. Она считала, что даже самые роскошные вещи должны быть удобными. Ее костюм из твида завоевал сердца многих модниц. И по сей день он так же, как и маленькое черное платьице, является визитной карточкой модного дома Шанель. Она была убеждена в том, что ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм. Поэтому и создала жакет из твида, по ее мнению, очень сдержанный и стильный. И оказалась как никогда права. Он не теряет актуальности уже много лет. Она говорила, когда у женщины хорошее телосложение и правильные черты лица, она красива. Когда женщина со вкусом одета, у нее легкий макияж, подчеркивающий достоинство лица, она умеет двигаться и говорить, она элегантна. А когда она и элегантна, и красива, то в ней есть шарм. Цитаты и мысли Коко Шанель о стиле и красоте разошлись по миру и вдохновляют прекрасную половину человечества становиться лучше каждый день. А я сегодня подготовила для вас очень интересные бьюти-гаджеты и хочу вам сегодня их показать. Итак, первый бьюти-гаджет – это вот такая вот маска-бандаж. Маша, готовься, я тебе сейчас ее одену. Маска-бандаж? Да, здесь написано, что такая маска убирает второй подбородок. Правда, у меня нет второго подбородка. Ну, у меня есть такая привычка, да. У меня есть такая привычка, это бабушкина. Да, всю вот эту линию. Расслабляется. Она мокренькая какая-то. И как ее одевать? Вот так вот. Давай, Деня. Вот так. И это куда? И вот так вот натягиваем. А, давай. Подожди, вот это надо убрать. Вот. Она липкая. Вы не представляете. Да? Ой! И куда, на уши, да? Прям на уши. Давай. Я на кого похожа? О! Смотри, все, ты теперь вот так вот и стой. Классная, да? И вот Слушай, она... так приятно. Да, и вот Ой, она знаете, как полностью приятно? убирает второй подбородок, говорят. Вот проверим. А третий? Да, вот на подводке скажешь, как тебе убрать или нет. давай. И еще у меня Я буду есть, дальше. Я буду да, ждать, очень пока он интересные уйдет. гаджеты. Смотри, Маш. Оу. Да. Это мне тоже сейчас что-то с этим сделать? Давай, неси сюда все свои приколы. Смотри, это массажер, опять же, для от второго подбородка Ой, у меня и ухо от отваливается. вот. Посмотрите. У тебя щечки двигаются. Да. И вот так вот сидишь возле телевизора. Вот по и вечерам. телевизор, главное, да? Да. Ну, и помогает, реально помогает. Вот это вот все подтягивается. И вот замена вот этого фейсбилдинга. Дальше, поэтому это крутая штука, возьмите на заметку. Смотрите, что я еще нашла. Это что Смотрите. такое?
Ой, боже, там Это- такое лицо страшное нарисовано. Это пластырь. Камера, возьмите, пожалуйста, вот это вот Это бифор, пластырь. который... Знаете для чего? Это пластырь для подтягивания, опять же, второго подбородка. Давайте я вот прямо сейчас хочу приклеить. Ты и сначала посмотрим. найди у себя второй Ну, подбородок. вот так вот прямо подтянем нам все. Да, Слушай, как прикольно. Так. Как приятно. приятно, да? Да, она такая холодненькая. Так, как ее Мне отклеивать? цвет нравится, прямо. Вот цвет прямо фуксия. Вот. Так, она получается, смотрите, она выглядит Соседи как встречать пластырь. такой повязки. Вот такой вот. И сейчас мы проверим. Такой маленький, и что ты там делаешь? И с ним? мне кажется, это очень классная штука. А, он невидимый, что ли? Да, он Это на невидимый. вечер идти. Подбородок Да, потянул на и вечер, пошел на вечер. опять же, для фотосессии. И хитрость. не нужно париться по поводу там операций там и так далее. Вот все, приклеила наклейку, Вы пластырь. купите пластырь и не Да, делайте и себе не пластическую операцию. И не парьтесь. Ну-ка, давай сейчас вот, Маш, помоги мне. Так, что Пожалуйста. делать? С удовольствием, я же заклеена. Тебя будем клеить. Теперь меня. Подожди. Ой, боже Ой, так он мой. еще и не отлепляется. Так он не отлепляется. А, это надо было на коже. Подожди, Так, ты неправильно подожди, сделала. давай заново. Тут Давай, их смотри, очень вот, много. давайте. Так, скажи мне, Пакетики. куда, я знаю как. Вот, Скажи вот мне, сюда давайте Как потянем в мне вот так вот. Гербалайфе. Скажи мне, хочешь похудеть, скажи мне. Покажи. Давай. Давай, вот сюда. Так. Вот сюда? Вот так. Ой. Мгм. И И куда? подтягивай прям сильно. Ой, слушай, она не клеится к тебе. Нет, она клеится. Подожди. Вот я отлепила уже одну сторону. Так. А, Подожди. да, все это. Я знаю. В Вот, а у общем. меня, видишь, нет, ребята, вот на вечер надо идти вот в этой штуке. Нет, это вот с другой Вот в стороны этой. надо. Она точно подтянет, смотрите. Его, правда, ухо торчит, Вот. но ухо можно прикрыть вот так вот. А вот это тоже торчит. Подождите. Посмотрим. Подожди, Маш. Ты видишь? Вот. И вот это вот все я подтягиваю. Не, Ну, в общем, я вы знаю, почему. поняли? У меня же здесь У макияж. нее макияж. Это она все не- нужно сделать на на чистую кожу. очищенную кожу Так лица. что вы сейчас подписывайтесь на мой инстаграм премиум Лэши КТ. Я сейчас после сейчас эфира умоюсь. смою это все. И вечером вам покажу, как это работает, весь этот пластырь. Хорошо? И Ну вот это вот смотрите. классно, девочки, это правда, вот прям вот мне прям приятно. Во-первых, здесь в студии жарко, а она меня охлаждает. А еще смотрите, у меня О, боже, я это еще что, нашла для такое зубов? устройство для тридинга. То есть, смотрите, это вот для домашнего тридинга. То есть вы убираете здесь Волосики. волосики, да, вот здесь усики и так далее. Но я даже ее сама не смогла ее приделать, вот это все. Поэтому, мне кажется, это такая вот пустая трата денег, ее даже покупать не надо. Поэтому я вам не рекомендую вот такое все. А вот это все крутое. Вот это то, что на мне одето, тоже А классно. еще, да, и вот это вот то, что ты держишь, бандаж. А еще, кстати, я читала, что есть блефаронити, сейчас японские. Тоже давайте я как-нибудь в прямом эфире могу в сторис, да, показать. И тоже нужно, потому что быть без косметики абсолютно. И покажу, правда это все действенно ли, Блефаронити? стоит ли, да, покупать себе, и чтобы это сделало складку Они века. разовые, да? Они одноразовые, да, и говорят, их вообще не видно, поэтому все это попробуем. И подписывайтесь обязательно на мой инстаграм. Итак, Маш, Ну вот, я так, значит, прицепляю уже свисающую часть эполета. Немножечко не хватило мне времени навышивать, но Ну, в принципе, здесь уже видно, да, в что принципе, классно. вот, короче говоря, вот мы так Супер. одеваем. Вот. особенно сейчас. классно сочетается с бандажом. Да, с бандажом это просто и на вечер, вот так. То есть, грубо, это все нашивается, вот у нас блестящие, солнце отражается в эполете. Вот так. Супер. Вот, Да, пожалуйста, у вас вообще готовый. очень Это классно. либо брошка, там может быть заменой, либо какой-то Ну, просто яркий акцент, яркий на акцент пальто, совершенно пальто, либо пиджак, на рубашка. Да. Очень классно. То есть вот такие вот вещи можно. Но это не самое. Можно, я, может быть, сниму уже. Мне так холодно. холодно, он дает Ну, кстати охлаждающий говоря, эффект. очень. Ой, вот у меня О. тут тоже, видишь, немножко этого. Мгм. Но на самом деле действительно очень Она приятная. многоразовая, кстати. Наверное, с теплой водой споласкивается. И... Да, и можно еще раз использовать. Я еще видела, кстати, что такие есть ночные маски. И я, Вот это кстати, классно. знаете, Еще да, есть такие же, знаешь, они полностью на лицо. да, Остаются только полностью. глаза, как обычно. Вот она тоже с одной стороны тканевая, с другой стороны гель. Очень интересная штука, всем рекомендую. Вот, ну я хочу все-таки остановиться на том, что мы сегодня с тобой сделали. Во-первых, мы сегодня с тобой встретились с удивительным человеком Николь Давыдовой.
Фотограф, фэшн-фотограф. которая попала на журнал Vogue. Да, если кому-то неизвестно, журнал Vogue — это, так сказать, индикатор качественных фото, потому что попасть на страницу Vogue нужно иметь исключительное чувство вкуса, чувствовать цвет, картинку, то есть фотография должна быть действительно пройти через 3 или 4 там редакторских И также круга. у нас была Да. прекрасная Ксения Пиксайкина, Которая врач, нас- ортодонт. да. Она такая красивая, у нее такие красивые зубы, Белые что зубы. сразу же хочется побежать и сделать себе отбеливание, и все, что она скажет и порекомендует. И, кстати говоря, как выяснилось, отбеливание очень даже показано, очень приятное, очень, может быть, доставить даже прекрасное удовольствие, потому Да, что и если это сделано безопасно. профессионалом. То есть, в принципе, если вы хотите сиять на улицах нашего города и быть звездой за границей, Да. Ну и занимайтесь собой. плюс бандаж, массажер для лица. Красивая улыбка, эполет на улыбка. плечо и вперед. Да. И А вы мы с вами красавец. не прощаемся. Ждем вас в следующую среду. Уже наша команда будет чуть больше. Ну а теперь пока. Всего хорошего. Маш, да, все, супер. Супер. Провели мы с тобой все-таки эфир. Счастливо. Всем до новых встреч. Пока-пока.